Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие соотечественники, граждане Таджикистана, а также все, кто интересуется ситуацией в Таджикистане и делами Таджикистана. Очень интересный вопрос, общий вопрос, актуальный для Таджикистана, и, можно сказать, коренной вопрос для Таджикистана. Это вопрос о Конституции и о том, насколько практика, законодательная, законодательная практика в Таджикистане сегодня соответствует Конституции, включая действия власти, существование этой власти, ее поступки, ее указы, постановления, подзаконные акты, заявления главных лиц, как светской части власти, как исполнительной ветви, так и парламентской ветви, так и представителей официального или, скажем, придворного духовенства. Да. Давно хотелось бы поговорить, начать вести такие беседы, как конституционные беседы. Да. Одна из важных тем, которая муссируется на протяжении 27 лет и ставится в заслугу режимом Эмомали Рахмона и его пропагандистами о том, что это власть, которая восстановила конституционный строй. И давно хотелось поговорить на эту тему, что сам этот лозунг является абсолютной ложью. В 1992 году Народный фронт, который возглавлял Эмомали Рахмон и Сангак Сафаров, воевал под красным знаменем против независимости Таджикистана. Стоит напомнить, что Эмомали Рахмонов был депутатом-коммунистом Верховного Совета 19-го созыва Верховного Совета Таджикской ССР, который голосовал против принятия Декларации о независимости Таджикистана. И только под давлением митинга, который выступил против ГКЧП и который требовал принятия Декларации о независимости Таджикистана, этот парламент и коммунисты вынуждены были подписать, принять Декларацию о независимости Таджикистана. Напомню, что президент Таджикистана Кахор Махкамов, который был выбран не всенародно, это был первый президент. Значит, потом был второй Рахмон Набиев, избранный якобы всенародно, ну, во всяком случае, на всенародных выборах. И третьим, так сказать, президентом стал Эмомали Рахмонов и пожизненным президентом. Президентом в кавычках, потому что у Таджикистана на протяжении 25 лет нет президента, есть узурпатор. Это совершенно законно, да? Это юридически, то есть я могу юридически обосновать, и любой грамотный юрист может обосновать, что у Таджикистана нет президента, и что у Таджикистана есть узурпатор, который захватил власть в результате государственного переворота во время 16-й сессии в Худжанте во дворце Арбоб 16 ноября 1992 года. Был совершен государственный переворот, и был насильно отстранен от власти второй президент Рахмон Набиев. Он не сделал никаких официальных заявлений об отставке, он не подписал отставку. Ни в каких хрониках, видео, кино и, так сказать, есть сотни свидетелей, которые могут подтвердить, что Рахмон Набиев не делал заявление об отставке.
его супруга, долго до того, как она погибла в пожаре в сожженном доме, многократно заявляла, что Рахмон Набиев не подписывал заявление об отставке. Хорошо, значит, мы можем немножко продолжить эту историю сейчас, минуту-другую. Тогда был избран председателем Верховного Совета Имом Али Рахмонов, и тут же Верховный Совет этот во главе с Имомом Али Рахмоновым принял антиконституционный акт, нарушающий Конституцию Таджикистана, о ликвидации поста президента. И вот эти люди, которые говорят, что они воевали за восстановление конституционного строя. Значит, возвращаясь к 1991 году, к тому, что Кахор Махкамов поддержал ГКЧП скоропалительно, неосторожно, против законного президента СССР Михаила Горбачева. Значит, за ним последовал также Верховный Совет. Верховный Совет тоже отправил поздравительную телеграмму ГКЧП с победой, со свержением законного президента СССР. И после того, как ГКЧП потерпела поражение, не только в Москве, но и в Душанбе вышли на площадь люди, которые потребовали восстановления законной власти, власти Горбачева. Я прекрасно помню, я был журналистом, и у меня была аккредитация Верховный Совет Таджикской ССР. Я был и на площади, бывал и внутри здания. И, значит, я был свидетелем приезда в Душанбе российских, московских журналистов, политиков, Собчак, Травкин, академик Янов. Значит, Собчака сопровождал Владимир Путин. Значит, по меньшей мере, насколько я помню, Травкин выступал на митинге. Значит, люди держали портреты Михаила Горбачева и требовали от Верховного Совета Таджикистана принятия декларации о независимости. Кто были эти люди? Это была таджикская оппозиция, это была демократическая партия Таджикистана, сторонники Демпартии. Это были сторонники движения Лали Бадахшон, это был Ростохес, и это была Исламская партия Возрождения. Вот эти 4 силы, которые в дальнейшем стали, так сказать, блоком объединенной таджикской оппозиции, эти силы, которые ратовали за независимость Таджикистана. И эти силы после того, как прошли первые всенародные выборы президента, они во время этих выборов поддержали Давлата Худуназарова. Было много подтасовок, о чем есть, так сказать, свидетельства, и видео, и документальные другие свидетельства, когда масса бюллетеней оказывалась в колодцах, в частности, в пединституте и в первой школе, что на водонасосной. Но, тем не менее, как мы помним, Давлат Худуназаров и Аслидин Сюртназаров прислали людей принять решение ЦИК, объявленное ЦИКом, и воздержаться от протестов. Значит, Рахмон Набиев стал президентом, и, будучи человеком, который отстал от своего времени и на самом деле проявил полную неспособность ориентироваться в новых реалиях, пошел на поводу у некоторых своих, так сказать, приближенных, в частности, Сафар Али Кинджаева,
Значит, и эта коммунистическая номенклатура попыталась взять реванш у сил, которые ратовали за независимость, реформы. Началось давление. Этому давлению препятствовал министр внутренних дел Навчуванов. И поэтому было устранить Навчуванова и устранить мэра города Душанбе Максуда Ибрагимова. Максуда Икрамова, простите. Значит, Икрамову не могли простить свержение памятника Ленину, а министру Навчуванову и всему МВД не могли простить нейтралитета, которого придерживалось МВД во время митингов, во время, так сказать, законного проявления гражданского, так сказать, мнения. Да? Поэтому это был провокационный, совершенно необдуманный шаг, который всколыхнул гражданское общество, которое собралось на площади перед зданием ЦК Компартии. Рахмон Абиев, это был митинг, продолжавшийся 45 дней и ночей. Перед зданием ЦК ни одно окно, ни одно стекло не пострадало, ни один человек не пострадал. Я не знаю, ни один гвоздик, ни одна иголка, ни одно дерево не пострадало. Мы сегодня восхищаемся мирными революциями, которые совершены другими нациями, в частности, в Армении. Действительно, это заслуживает восхищения. Это неприменение насилия, это высокая культура. Но таджики проявили это в 1992 году, 45 дней. Совершенно мирная, ненасильственная акция продолжалась в центре Душанбе. И от президента Рахмона Набиева требовалась только поначалу отставка Сафарали Кинджаева. Ни больше, ни меньше. Сафарали Кинджаев оказался злым гением, тем воплощением каких-то темных сил, которые привели к гражданской войне. Человек, который имел неограниченные амбиции, никак не соизмеримые с величиной собственной личности, который во главу всего ставил свою власть, свое влияние. В результате была пролита кровь. Рахмон Набиев раздал около 300 автоматов Калашникова прокоммунистической площади. Значит, вот эта вот борьба, она имеет не только, скажем, региональное какое-то, так сказать, измерение, да, межрегиональное. Мы знаем, что в Таджикистане межклановое, региональное противоречие и, так сказать, неравенство существовало в течение 70 лет, и корни этого уходят глубже, потому что Таджикистан возник на месте Восточной Бухары, когда была разгромлена страна, большая страна, влиятельная страна, богатая страна, самодостаточная страна. Когда были изгнаны сотни тысяч, миллионы граждан, уничтожены были сотни тысяч, расстреляны, убиты, массовые казни происходили. И это была идеологическая война, борьба того времени, когда и по ту, и другую сторону были представители разных
народов, и русские защищали эмира Бухарского, и в том числе, так сказать, в составе басмачей были русские офицеры, таджики, узбеки, казахи и все остальные, и по другую сторону. Это была, да, это была такая, так сказать, борьба, с одной стороны, за свободу своей страны, с другой стороны, за какие-то новые идеи, за, так сказать, за свободу от самодержавия. Значит, вот прошло 100 лет, мы возвращаемся к самодержавию сегодня. Возвращаемся к Конституции Таджикистана, которая говорит, что Таджикистан демократическое светское государство. И Эмомали Рахмон, который неконституционным образом пришел к власти, насилует Конституцию на протяжении 27 лет. Он не был президентом, избран и в 1994 году, когда шел второй год гражданской войны. Это бывший коммунист, это коммунисты-хамелеоны, которые ради власти закопали свои партбилеты, которые превратились вдруг в среднеазиатских, средневековых царьков, султанов, эмирчиков, который посадил всех своих односельчан в правительство и так далее, да, который является на самом деле президентом своей семьи, большой семьи, надо сказать. Надо отдать ему должное, большой семьи и большого села. Вот он президент Донгары, донгаринского клана, потому что я недавно видел список высокопоставленных лиц, да, составляющих ядро и костяк. И там большинство из них являются либо выходцем из Донгары, либо досталось несколько постов представителям других районов бывшей Кулябской области. Он никогда не был избран законным образом. Выборы 1994 года во время гражданской войны назвать демократическими свободными выборами нельзя, потому что отсутствовало по меньшей мере 1 миллион граждан. Да? Значит, под дулами автоматов эти выборы прошли. И по утверждению Абдумалика Абдулладжанова победил не Рахмонов, а Абдулладжанов. И были многочисленные нарушения ведения, помимо явных вот этих вот, то, что боевики, автоматы решили, так сказать, исход голосования, и находившиеся под страхом и под дулом чиновники поставили нужные галочки. Значит, ну и были такие как бы второстепенные для нас, но очень важные для других стран нарушения, как плакаты «Рахмон наш президент», там, висевшие повсюду, да? «Голосуем за президента» и так далее. Значит, при этом, вы помните, я несколько ранее сказал, что пост президента был отменен Верховного Совета. Значит, председатель Верховного Совета второй раз нарушил конституционный строй, ввел президентский пост, вернул президентский пост. Был, я не знаю, он был оштрафован, или он был, значит, этот пост 2 года находился где-то, я не знаю, в тюрьме, как это вот можно, так сказать, символизировать, да, это выразить. И был реабилитирован ради Эмомали Рахмонова в то время. Значит, далее Конституция предусматривала 2 срока президентских. Но
каждый раз, клянясь на Конституцию, соблюдать ее, значит, этот человек перед следующими выборами инициировал поправки. Он сам инициировал поправки. Кто еще может инициировать поправки и подписывать эти поправки, направленные на укрепление его власти? Это человек, который поклялся на этой Конституции. Значит, он клятвопреступник, он нарушитель Конституции, он изменник Конституции. Еще каждый раз, перед каждыми выборами, Эмомали Рахмон совершал клятвопреступление и измену Родине. Государственный изменник. В Конституции до сих пор написано, что территория, статья 6, да? Нет, статья 6 – это узурпация. Узурпация власти и присвоение ее полномочий запрещается. Значит, начинаем с самого верха. Ну, выше еще есть то, что власть принадлежит народу по Конституции Таджикистана. Но мы к этому еще вернемся, может быть, в другие передачи, в другие беседы, конституционных наших беседах. Значит, это статья 7. Территория Таджикистана неделима и неприкосновенна, гласит 7-я статья Конституции Таджикистана. Государство обеспечивает суверенитет и независимость и территориальную целостность Таджикистана. Пропаганда и действия, направленные на разделение единства государства, запрещается. Значит, территориальная целостность Таджикистана нарушена неоднократно в течение этих 27 лет правления Эмомали Рахмона, и Эмомали Рахмон является государственным преступником и изменником государства. Если кто-то из его пропагандистов обвиняет оппозицию в том, что они продали Родину, в том, что они изменили, значит, Эмомали Рахмон не является нашей Родиной. Значит, я родился в стране, и я являюсь гражданином Таджикистана, а не гражданином Эмомали Рахмона. Значит, я не продавал Родину, и ни один из оппозиционеров, инакомыслящих, журналистов, которых вы, так сказать, обвиняете в измене Родине, ничего не продали. Мы покинули Родину с голыми руками, ничего не взяв. Значит, Эмомали Рахмон многократно продал Родину, находясь у власти, как барыга, который сидит в амбаре, который ему просто поручили охранять, и он продает не принадлежащие ему. Или как в сокровищнице, да? Ему поручили охранять дверь в сокровищницу, а он вскрыл эту дверь и торгует содержимым направо и налево. Так отошли земли к Китаю, так анклав Варух превратился в анклав, отрезанный от своей родины. И так 40 тысяч граждан Таджикистана оказались в подвешенном состоянии, пленниками. Даже Красный Крест не имеет возможности проехать, принять роды, отвезти человека в больницу на срочную операцию. Эта операция делается на столе без
совершенно не приспособленном для операции. Какими-то подручными средствами. Люди не делали подобных операций. Каким образом Ворух стал анклавом? Кто продал? За какие деньги? Интересы, национальные интересы граждан Таджикистана. И кто за это отвечает? За это отвечает государственный изменник, который продает родину, который продает национальные интересы граждан Таджикистана, которые являются властью по Конституции. А сегодня Эмомали Рахмон праздновал убийство 2 граждан Таджикистана и сдачей 40 тысяч граждан Таджикистана и их интересов потому что было заключено, праздновал в концерте, слушал симфонию и так далее. Пляски на костях, это с 92 года было отмечено некоторыми бывшими журналистами, которые сегодня приплясывают, которые сегодня находятся на подтанцовке у Эмомали Рахмона. Все знают имя этого журналиста и подобных ему. Вместо национального траура Эмомали Рахмон сегодня слушал высокую музыку. Это очень хорошо. Это признак цивилизации, да, цивилизованности, симфоническую музыку слушать, не объявляя национального траура по погибшим гражданам и по сдаче интересов, национальных интересов граждан, которые часами, по 7 часов стоят в ожидании фюрера голодными, и которые падают, теряют сознание, ученики школы и учителя школы, и он говорит: дайте им кофе и 2 пирожка, а то они умрут. Значит, я напоминаю, история не только через 100 лет возвращается, но есть такое знаменитое выражение, которое приписывают французской королеве Марии Антуанетте, которая послужила одним из причин свержения и революции. Когда ей доложили, что люди требуют хлеба, она сказала: если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Да, история повторяется. Коммунист стал монархом, собирается передавать власть своему сыну, изменять Конституцию в очередной раз. И говорит: дайте им 2 пирожка, чтобы не умерли. Значит, статья 6. Узурпация власти. После 1994 года были выборы 1998, когда Эмомали Рахмон обещал, просто умолял оппозицию после заключения мира, чтобы они пошли так сказать, согласились дать ему еще один шанс, 7 лет, он будет править новый срок, да. Обнуление срока пошло, как это делал Ислам Каримов, к чему это привело, все знают, да. Значит, и в 98-м новый срок, один, 7-летний. Была договоренность об одном сроке.
Потом была изменена Конституция, пошел второй 7-летний, потом, значит, еще. В общем, теперь он вечный, согласно последним поправкам, теперь он вечный правитель Таджикистана. И у него статус фюрера нации. Даже сам Эмомали Рахмон признает, что он не является президентом и что не имеет права, законного права называться президентом. Многие или в Таджикистане вообще знают и слышали о существовании в Таджикистане Конституционного суда. Он сам, этот институт государственный, хоть раз о себе когда-то заявил, хоть раз граждане обратились к нему, или сам Конституционный суд хоть раз выступил с каким-то желанием, стремлением анализа какого-то закона, анализа экспертизы, закона, подзаконного акта, решения, заявления представителей власти. Нет, никто не знает. И я тоже не знаю. Потому что Конституция Таджикистана попрана и не действует. И пришло время действительного восстановления конституционного строя Таджикистана, потому что он находится под угрозой. Потому что угрозой конституционному строю Таджикистана является узурпатор. И та бывшая коммунистическая номенклатура, которая собрана вокруг него, и его, так сказать, родственники и так далее. Вот эти люди, которые пропитаны психологией ненависти и нетерпимости, если у них, так сказать, все, кто не согласен с ними, они все враги, да? И они все почему-то враги Родины. Ни их, ни узурпатора, ни бандита враги и критики, а Родины. Значит, они говорят от имени Родины, в то же время торгуя и направо, и налево этой Родиной и ее национальными интересами. Вы защищаете национальные интересы Родины за пределами Таджикистана, вы даже внутри Таджикистана не защищаете. Вы защищаете семейные свои интересы, отправляя дивизию, я не знаю, вооруженных до зубов в Харок ради своих семейных интересов. И вы сдаете национальные интересы другому соседу, Кыргызстану, ради, опять же, своих семейных интересов клана Рахмон. Потому что киргизские пограничники прекрасно знают, чей героин провозит компания «Фарос» или пытается провозить контрабандой. Что компания «Фарос» занимается не только перевозками горюче-смазочных материалов, цемента, там, муки, но и чего-то другого, да, что является основой бюджета семьи Рахмона. Эти деньги оседают на офшорных счетах за рубежом. Значит, защищаете ли вы интересы граждан Таджикистана в России? Все прекрасно помнят ту волну беззаконие, обрушившуюся на граждан Таджикистана, когда в Таджикистане были задержаны российские летчики. Почему были задержаны российские летчики, никто не помнит. Потому что и почему тогда вдруг тогда и в другие подобные моменты вице-премьер Рогозин и глава Роскомнадзора Онищенко вдруг приехали на границу между Россией и Казахстаном, чтобы встретить таджикский поезд,
чтобы его так сказать, подвергнуть экспертизе санитарной там и другой, и были обнаружены десятки килограммов героина в поездах, принадлежащих Таджикской железной дороге, которую возглавлял Хукумов, родственник президента Рахмона, и чей сын был задержан в Москве, в России, с 9,5 килограммов героина. Многократно писали, что этот таджикский поезд Душанбе-Москва является поездом героиновозом. Это такой вот национальный позор, защита интересов семьи. Пострадали тысячи граждан Таджикистана. Москва пыталась оказать давление для освобождения своих летчиков через подавление, унижение, высылку, задержание, аресты таджикских мигрантов. Поэтому не надо говорить о том, что, значит, эта власть, антиконституционная власть узурпатора Эмомали Рахмона, защищает национальные интересы. И обвинять кого-то, его критиков и его оппонентов в том, что они продали Родину, изменили Родине. Я не присягал Эмомали Рахмону, я никогда не голосовал за Эмомали Рахмона. И не собираюсь никогда голосовать ни за какие деньги, ни за какие посты, там, ковришки и так далее, и так далее. История все расставит на свои места. Значит, эти люди, которые сегодня у власти, которые пришли вот красными знаменами против таджикской независимости, узурпировали власть вопреки Конституции Таджикистана и находятся у власти вопреки Конституции Таджикистана, подавляют сегодня всякое инакомыслие. Если вы сегодня спрашиваете, почему, я обращаюсь к гражданам Таджикистана, почему вам повышают цену на свет, на воду, на интернет, то вот поэтому, потому что вы никто для этой власти, потому что эта власть не народная, она антинародная, потому что эта власть защищает только свои собственные семейные интересы, потому что вас не считают за людьми, за людей, потому что вы сами не поднимаете своего голоса, потому что вы не можете подняться и объединиться. А вы знаете, что Национальный альянс уже показал на своем примере и при вашей поддержке, что эта власть может опасаться и может прислушиваться не только к сильным соседям, но и к голосу гражданского общества. Когда вытащили из Таджикистана ребенка, больного раком, который умирал и был обречен на смерть, по заявлению замминистра здравоохранения Саиды Умаровой, не стоит его лечить и вывозить за границу на лечение, потому что этот мальчик обречен. Это говорит врач, да? Это говорит врач концлагеря, а не демократического светского государства. Но мы с вашей помощью и с помощью
тысяч, десятков тысяч людей, 140 тысяч подписей мы собрали по всему миру. Мальчик выжил, перенес операции благополучно, потерял волосы после химии. Ему удалили одно яичко, но врачи спасли ему жизнь. Сейчас здоровье вне опасности. Была история с вызволением девочки. Потом вы знаете, что гражданское общество объединилось для спасения журналиста Хайрулло Мирсаидова. Главное, мы вытащили из лап таджикской, так сказать, ГКНБ, нашего соратника Шарафиддина Гадоева. Поэтому, граждане Таджикистана, поэтому, соотечественники, уважайте себя, начните с уважения к себе и боритесь за свои права. Не бойтесь говорить. Первым шагом должно стать преодоление страха, да? И должно стать объединение, должно стать понимание, что эта власть, надеяться на эту власть нам не приходится. И жителям Воруха, ни тем мигрантам, которые находятся в России, и не тем гражданам Таджикистана, которые находятся внутри страны. Нам не на кого надеяться, кроме на нас самих. Поэтому делайте выводы. А свои наши конституционные беседы мы продолжим, потому что очень много вопросов еще по другим статьям Конституции. Например, захват жилья. Сегодня пришла новость. ГКНБ конфисковала жилье у оппозиционера Шанаима Мирзарахима Каримова. Это незаконно. Это противоречит статье Конституции о неприкосновенности жилища и запрете конфискации. Также мы знаем, что после смены руководства исправления уголовных наказаний вместо Иззатулло Шарипова генерал Умар Мансуров, значит, режим несколько, с одной стороны, ослабился, с другой стороны, пришли другие люди, которые начали брать взятки. И знаем, что вот буквально вчера-позавчера не только взятки, но и пытки. Сатор Каримов, представитель партии Исламского Возрождения, был насильно возвращен из больницы, его начали бить еще в больнице, и его вернули в палату, несмотря на то, что он уже лежал, практически его готовили к операции. И знаем, что сроки содержания в карцере увеличены с 3 месяцев до 6 месяцев, и что взятки за обнаружение телефона и карцер за обнаружение телефона у заключенных, что в других странах не запрещено. Вы понимаете? Мы все находимся, вы все граждане Таджикистана находитесь в тюрьме. Значит, вам запрещают интернет, вам запрещают телефон. И наших граждан, наших узников пытают за наличие телефона. Вы понимаете, до чего мы дожили? Мы продолжим эти беседы, конституционные беседы. И очень много еще, что предстоит сказать и о чем подумать. Спасибо вам за то, что были с нами, за то, что будете с нами, за то, что находитесь с нами, за то, что поддерживаете нас и поддерживаете друг друга.
и за то, что не боитесь. Спасибо, всего доброго. До свидания.